Ребята, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хотим сделать одну дополнительную запись к тем урокам, которые уже записаны для подготовки к конкурсу Аль-Фатиха, который уже пройдет через несколько дней. Заранее были выставлены вопросы, предоставлены вопросы, на которые надо будет ответить на конкурсе. Инша Аллах, ссылку на эти вопросы, чтобы их скачать, также можно будет взять под этим видео. 7-й вопрос звучит таким образом. Что в суре Аль-Фатиха указывает на единство, братство мусульман и любовь между ними? И что интересно, мы этот момент не сказали в видео. Нас спрашивают, а что же указывает? Это аят «Ихдинас сираталь мустаким», «Веди нас прямым путем», «Веди нас путем прямым, путем ислама». И что же здесь указывает на единство, братство и любовь между мусульманами? Ихдина, мы говорим, мы делаем дуа Аллаху субханаху ва тааля, веди нас. Мы не говорим ихди, веди только меня. Нет, мы когда делаем дуа, вот вы стоите в намазе, вы стоите в джамаат намазе, и справа от вас люди, слева от вас люди, спереди тоже люди, сзади тоже люди, и вы, когда читаете этот намаз, и читаете этот аят, 7-й аят, где вы делаете дуа, и Аллах субханаху ва тааля нас научил просить в этом дуа самое-самое важное, и мы просим не только за себя, мы просим за всех, кто справа, кто слева, кто спереди, кто сзади, кто молится в других мечетях, и вообще за всех мусульман мы просим «Ихдина, веди нас прямым путем». Не веди только меня, не говорим «Ихди», веди меня только. Нет, просим за всех мусульман. Аллах субханаху ва тааля научил нас просить за всех мусульман. И, конечно, наши слова, наше понимание, наше мировоззрение, оно должно быть одинаковым. И раз мы говорим, раз мы просим за своих братьев, за своих сестер, чтобы Аллах субханаху ва тааля нас всех вместе повел прямым путем, чтобы Аллах субханаху ва тааля нас всех вместе вел в райские сады, то и мы чувствовать должны то же самое. Мы должны чувствовать то, что мы единый организм, то, что мы братья и сестры. Мы должны любить наших братьев и сестер. В этом и заключается указание в суре Аль-Фатиха на единство, братство мусульман. Второй момент, 5-й вопрос. Вопрос звучит таким образом. Что такое поклонение? На это надо ответить очень подробно. Потом спрашивается, что в 5-м аяте указывает, что поклоняться можно одному лишь Аллаху и взывать дуа можно к одному лишь Аллаху. Вот заключительную часть вопроса мы посчитали сложной для наших маленьких братьев и сестер. Поэтому эту часть мы убираем. Но инша Аллах, вы про это уже прочитали, инша Аллах, вы про это уже прослушали. Сейчас мы еще раз про это напоминаем. Аят звучит таким образом. Это 5-й аят, серединный аят суры Аль-Фатиха, который еще называют секретом суры Аль-Фатиха. Фатиха – секрет Корана. Весь смысл Корана собран в этой суре. И этот аят собирает весь смысл суры Аль-Фатиха в себя. Вот секрет суры Аль-Фатиха. «Ияка нарбуду» – только тебе одному мы поклоняемся. «Ияка настаин» – и только тебе одному мы взываем о помощи. Где здесь слова «только тебе»? Этих слов в этом аяте нет. Но расположение именно слов, то, что «ияка» стоит впереди, это указывает то, что мы поклоняемся только тебе и больше никому не поклоняемся. Поклоняемся тебе будет «нарбудука», мы поклоняемся тебе. А «ияка нарбуду» указывает то, что мы поклоняемся тебе и больше никому не поклоняемся. «Ва ияка настаин» указывает то, что мы взываем с дуа, с мольбами к тебе и больше никому не взываем. А взываем тебе с мольбами будет «настаринука». Но это может подразумевать то, что мы еще у кого-то просим, еще кому-то делаем дуа. Нет, не дай Аллах. Не дай Аллах, это категорически запретно. И Аллах субханаху ва тааля указывает нам в этом аяте вот эту вот частицу «ка» тебе выводит в начало перед глаголом. И это указывает то, что можно поклоняться одному лишь Аллаху, то, что мы поклоняемся одному лишь Аллаху, и то, что мы взываем, делаем дуа одному лишь Аллаху, и больше никому не поклоняемся, и больше никому не взываем с дуа.
Ну и, дорогие ребята, осталось несколько дней. Инша Аллах, до встречи на нашем конкурсе. Ваджазакумуллаху хайран.